Степан Филиппович Гоголев родился 21 декабря 1896 года в Вилюйском Улусе в семье зажиточного скотовода. Детство Степана Гоголева прошло в маленьком Аласе Хапчагай Жемконского наслега, где проживало всего 6 семей. Степан был старшим из 6 детей. В Жемкоме не было школы, поэтому Степан до 11 лет не мог учиться. Отец отправил его в Хампинскую школу, которая находилась в 10 верстах. Школа называлась Церковно-приходским училищем с 1 классом. Затем он успешно окончил высшее начальное училище в Вилюйске. В то время их учителем был Алексей Елисеевич Кулаковский, который предложил своему способному ученику Степану продолжить учебу. В годы учебы в Вилюйске он тесно подружился с Степаном Максимовичем Аржаковым и Исидором Никифоровичем Ивановым Бараховым. Вместе с ними он поступил в Якутскую учительскую семинарию. Во время учебы он близко познакомился с Максимом Амосовым, Степаном Васильевым, Марией Потаповой, Дорой Жирковой. Молодежь из вилюйских улусов, учившаяся в городе Якутск, издавала рукописный журнал «Дитя», редактором которого был Степан Гоголев. Он с увлечением занимался в кружке «Юный социал-демократ», организованном Емельяном Ярославским. В 1918 году, окончив учебу, в Вилюйск вернулись Степан Аржаков и Степан Гоголев. В Средневилюйском Улусе Степан Гоголев вместе с Павлом Харлампиевым начали сложную и напряженную работу за восстановление советской власти. Председателем комитета депутатов Совета волости был избран Степан Филиппович. 27 августа 1918 года группа из 7 членов Вилюйского совдепа под руководством Аржакова выехала из Вилюйска, стремясь добраться до Забайкалья, где еще существовала советская власть. В местности Тымны-Улах в Алекминском округе они наткнулись на засаду отряда белогвардейцев. Степана Иванова расстреляли, 6 арестовали. Отправили их сначала в Алекминск, потом в Якутскую тюрьму, где они пробыли с 11 сентября 1918 года по 27 сентября 1919 года. Все это время их избивали и пытали. По дороге в Якутскую тюрьму Степана Гоголева до того избили, что ему перебили все бока. В тюрьме несколько раз его бросали в темный, тесный и холодный карцер. Каждое воскресенье я ходила с передачей продуктов и одежды в тюрьму. Обычно просила свидания или с Аржаковым, или с Гоголевым, а не вместе. Меня расспрашивали, кем я им прихожусь, родственницей или невестой. Я молчала. Мою застенчивость, видимо, принимали за то, что я невеста, и давали свидание 5-10 минут. При свидании разговаривали через решетки, между которыми ходил часовой. Несмотря ни на что, нужный разговор все же получался. Под шум других посетителей, знаками, намеками мне все же удавалось передавать товарищам новости из писем Амосова и Аюнского. Вследствие жестокого обращения здоровье Гоголева было подорвано. По ходатайству двоюродного брата Георгия Степана отдали на поруки, освободив под надзор милиции. В декабре 1919 года, находясь под надзором, он открыл в родном Жемконском наслеге первую школу и начал работать учителем. К концу 19 года власть Колчака рухнула и была восстановлена советская власть. Гоголев был назначен комиссаром Средневилюйского и Мостахского властей. Далее он, переехав в Якутск, работал инспектором народного образования, заведующим губернского отдела Ревкома, заместителем народного комиссара внутренних дел в правительстве Якутской автономной Советской Социалистической Республики. В 1926-1929 годах Степан Филиппович учился в юридическом факультете Московского государственного университета. По приезду был назначен на ответственный пост наркома юстиции и прокурора, то есть он стал 3-м прокурором, когда ему было всего 30 лет. Работать прокурором было сложно и ответственно в любое время, а в годы работы прокурором республики Степана Филипповича было сложнее вдвойне, так как они совпали с усилением власти Сталина и с усилением роли ОГПУ.
Эти годы совпали с вооруженным выступлением конфедералистов и связанных с ними репрессиями против значительного числа якутской интеллигенции. Степан Филиппович старался не вмешиваться в политические вопросы, несмотря на возросшую роль ОГПУ, не боясь попасть в опалу, стремился правильно трактовать и исполнять существующие законы и пытался смягчить вину подозреваемых и обвиняемых. Но есть люди, считающие, что Степан Гоголев, как прокурор республики, был непосредственным участником репрессий тех лет, в частности над писателем-анимпадистом Ивановичем Сафроновым. Степан Филиппович пытался смягчить вину подозреваемых и обвиняемых. Так, в заключении по делу анимпадиста Ивановича Сафронова 15 июня 1928 года составил заключение, где признал, что по делу об организации контрреволюционного заговора обвинительное заключение составлено правильно, но в отношении Колесова Павла, Харитоновой Марии и Сафронова анимпадиста, учитывая их второстепенную роль в заговоре и их социальную неопасность, просил бы оправдать. 5 февраля 1929 года состоялся бюро Якутского обкома партии, на котором была заслушана информация прокурора Якутской АССР Степана Филипповича Гоголева по уголовному делу частного торгового объединения «Кыттыгас». В ходе обсуждения вопроса было подчеркнуто, что прокуратура, то есть сам Гоголев, не занял позиции резкого осуждения кыттыгасовцев, носителей экономической контрреволюции. А по делу номер 203 уроженца Алекминска Михаила Федоровича Корнилова и остальных 7 14 апреля он оставил такую запись: «Нахожу следствие по данному вопросу неполным, а потому считаю, дело надо направить на доследование». В условиях проведения массового террора режимом Сталина подобное заключение прокурора было равнозначно подписанию себе смертного приговора. Защита врагов народа, обвиняемых по 58 и 59 статьям Уголовного кодекса в контрреволюции, Гоголевым навлекло подозрение, и он был отстранен от работы, согласно его заявлению по состоянию здоровья 14 февраля 1929 года. В 1930-31 годах Гоголев работал наркомом образования Якутской АССР. Несмотря на ослабленное здоровье, он в работе горел как огонь, вспоминают современники. Повсеместно стала решаться сложная задача введения обязательного начального обучения. В сельских местностях же началось строительство новых школ. Был образован фонд строительства школ за счет 2% доходов от торговли и других источников. 18-25 августа 1929 года в городе Москва проведен первый всесоюзный слет пионеров. Из якутских пионерских организаций приняло участие 9 пионеров. Делегацию из 7 человек принял Степан Филиппович Гоголев, нарком образования. Он их встретил очень тепло и радушно. При разговоре с ними он обратил внимание на одного маленького роста делегата по сравнению с другими, Мишу Алексеева. И ласково поинтересовавшись, узнал, что он с Средневилюйского района. Обрадовался, что земляки. Потом поручил своему сотруднику приодеть мальчика. Михаил на всю жизнь запомнил его слова. «Миша, ты большой человек, делегат слета. Жизнь твоя началась хорошо. Скоро ты станешь образованным человеком. Сам будешь кузнецом счастья людей». Для будущего народного учителя СССР Михаила Андреевича Алексеева они стали путеводной звездой. Степан Филиппович подчеркнул, что пионеры всегда передового взгляда. Особое внимание обратил, чтобы все дети были охвачены школой, поэтому ведется учет от 4 до 16-летних детей. Отчетной работой является ликвидация безграмотности взрослых, обучение образованности, письму, чтению. Ответственной работой является ликвидация безграмотности взрослых, обучение образованности, письму, чтению. В 1930-31 годах пионеры могут обучить до 5000 безграмотных. Все вышеупомянутые информации были включены в договор и озвучены на слете пионеров. Наркомат образования под руководством Степана Гоголева успешно решал все вопросы обучения на якутском языке, открытие интернатов, ликвидация неграмотности взрослого населения, обеспечение учащихся учебниками, школ учителями.
умер в Москве 26 декабря 1933 года в возрасте 37 лет. Через 5 лет после его смерти, уже в 1938 году, причислив Степана Филипповича Гоголева к врагам народа, стали вычеркивать его имя из книг, чернить лицо на общих фотографиях, запрещать упоминать его имя. Степан Филиппович Гоголев является одним из первых юристов-якутов и входит в когорту ведущих партийно-советских деятелей. Степан Филиппович Гоголев сыграл большую роль в становлении государственности молодой автономной республики и показал себя как честный гражданин на своем ответственном посту и тактичный и деликатный человек в столь сложное и трудное для Якутии время. Имя Степана Филипповича Гоголева присвоено Якутскому педагогическому колледжу и Хампинской школе Вилюйского улуса. Установлены бюсты в наследях Хампа и Женкон.